Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Когда я первый раз прочитал вот этот вопрос, я подумал, может, еще раз повторно прочитал. Но все-таки человека, Аллаху Та'ала, нормального человека вложил в него милость, и милосердие, и сострадание, уравновешенный человек. А как если этот человек является последователем пророка милости Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, верующим человеком, которым послан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, как Аллаху Та'ала говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, ва ма арсальнака илля рахматан лил алямин». Мы послали тебя только лишь как милость для всех миров. То есть, как для тебя милость пророк, алейхиссалату вассалам, также он является милостью для этих котят тоже. Это тоже мир животных, мир неодушевленных вещей даже. Поэтому быть таким жестоким, это жестокость, это не от ислама. Хотя очень сейчас, кто смотрит кто смотрит на эти экраны телевизора, многое, что мы видим из этой жестокости в мире. Не только по отношению к животным, и по отношению к людям тоже. И люди начинают привыкать к этому. Это самое страшное. Привыкать к этой жестокости. А на самом деле наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, он был пророком милости. Он был милостлив ко всем. И вот очень много хадисов пророка, алейхиссалату вассалам, может, очень много историй, там очень много книг даже, и тем, которые составлены об этом. Милости пророка, алейхиссалату вассалам, даже вот так называется, к животным. Так называется. Рахмату, саллиллаху алейхи вассалам, биль хайяван. Так говорится. Поэтому несколько раз вы спросили, я просто несколько примеров приведу. Вот однажды, когда, как сообщает Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, это известная история в многих книгах хадиса и в многих книгах сияр она упоминается, когда пророк, алейхиссалату вассалам, со своими асхабами находился в пути, и ему пришлось отойти по нужде, и далеко отошел. Потом, когда пришел, он увидел, что вот обеспокоенную птицу, что ли, вот так скажем. Он увидел эту птичку, который вот, бил своими крылышками по земле, обеспокоенный, кричал. Пророк, алейхиссалату вассалам, спросил, кто испугал эту птичку, говорит. И кто кто забрал у этого птички двух его птенчиков, даже так сказал, если я правильно на русском говорю, птенчики. И тогда там, которые были, одни сказали, это мы, говорит, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, повелел, чтобы быстро они вернули это своему, вот, этой птице, их птенчика, чтобы они вернули этой птичке, как это, птенцов. Чтобы они вернули этой птичке птенцов. Также другой раз, когда однажды пророк, алейхиссалату вассалам, увидел обгоревшую, что ли, вот муравьиный, это как называется? Муравейник. Сгоревший муравейник увидел пророк, алейхиссалату вассалам, он спросил, кто так сделал с ними. Они сказали мы, который там присутствовал. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Ля ямбага ан ю'адзиба биднари илля раббун-нар». Не имеет права наказывать огнем, кроме как Создатель огня, то есть Всевышний Аллах. Судный день. Очень много других хадисов тоже, что вот известно, что одна женщина, которая постилась днями, в дневное время, ночью совершала намазы, но однако она вот, по ее, вот, как сказать, равнодушности, что ли, по отношению к кошке, эта кошка, которую она закрыла, и эта кошка, короче, от голода умерла. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, эта женщина в аду. Известно же, да? Также известно другой хадис, другая история из жизни пророка, алейхиссалату вассалам. Хадис, который пророк, алейхиссалату вассалам, сообщает про женщину из предыдущих народов, которая напоила собаку. Известно же, да? Такой жаркий день. Эта женщина, даже она вела, говорит, неправильный образ жизни. И очень жарко было. Она спустилась в колодец, выпила воду, и когда вышла, увидела, что есть собака, которая крутится вокруг колодца, не может, как она, спуститься, выпить воду. А есть
вот копает землю и ищет более сырую землю, чтобы этим самым утолить свою жажду. Эта женщина из-за милости и сострадания к этой собаке, она обратно спустилась в этот колодец, взяв за свой обувь, набрал воду на свою обувь и, держа эту обувь во рту, руками, чтобы выйти и вылезти из этого колодца, вот так она вылезла и этой водой напоила эту собаку. И Всевышний Аллах из-за ее милости к собаке освободила ее от огня, простила ее все грехи. Поэтому в конце я завершу таким хадисом пророка, алейхиссалату вассалам, известный хадис, где пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ар-рахимуна ярхамухум ар-рахман». Милостливых помилует и Всевышний Аллах милостливый. Милостливых помилует милостливый Всевышний Аллах. Дай Аллах, чтобы мы все были такими милостливыми, чтобы Аллах Та'ала нас тоже помиловал, поскольку мы являемся из уммата вот пророка милости. Альхамдулиллахи раббил алямин.